Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! В эфире программа «Хазина». Мы рады новой встрече с вами. Смотрите сегодня в выпуске. Это наша общая победа. Страна отмечает 9 мая. Путешествие в прошлое. Как встречали делегацию Конгресса татар в деревне Аптряково. Возрождение спортивных традиций. В Златоусте прошел турнир по борьбе на поясах. Мелодии весны на татарском. Для челябинцев спели их любимые артисты. А пока в нашем эфире краткий обзор новостей. В Еманжелинске Национальный центр Дуслык провел уникальный конкурс для малышей «Унган Юлдызлар» – «Умелые звездочки». На 2,5 часа 7 малышей захватили внимание всего зрительного зала. Они пели и читали стихи на татарском, соревновались в силе, ловкости и смекалке. Я учу язык татарский в татаро-башкирской школе. Мы готовились к этому выступлению очень долго, целый месяц. Это было очень нелегко. Малышам действительно было сложно, но усилия того стоили. Каждый участник получил свой приз от организаторов конкурса. Надеемся, что этот праздник станет доброй традицией, которую подхватят и в других городах и районах нашей области. В эти дни вся страна отмечает праздник Великой Победы. Среди тех, кто мужественно сражался за свою отчизну и ковал победу в тылу, было немало татар. Более 160 представителей нашего народа стали героями Советского Союза. 70 тысяч получили боевые награды. За годы войны промышленность Татарстана в 2-3 раза увеличила выпуск продукции. Только на предприятиях Казани работали более 2500 молодежных бригад. Война объединила все народы нашей страны в непобедимую и сокрушительную силу. И мы всегда будем помнить имена героев. С великим праздником Победы всех южноуральцев поздравляет депутат Законодательного собрания, председатель исполнительного комитета Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова. Уважаемые ветераны, дорогие земляки, искренне поздравляю вас с Днем Победы. Память о том, какой великой ценой досталась России эта победа, живет в сердце каждого из нас. Не только мы, но и все следующие поколения будут бесконечно благодарны вам, дорогие ветераны. Ваш подвиг – одна из самых героических страниц в истории нашей страны. В этот день с болью в сердце мы вспоминаем и тех, кто не вернулся с полей сражений. И пусть этот день станет символом мира и уважения друг к другу, а все войны останутся в прошлом. Счастья, здоровья, успехов вам, дорогие наши! С праздником! С Днем Победы! Любовь к родному народу и преданность традициям. Для жителей деревни Аптряково Нязепетровского района это не пустые слова. Они верят в светлое будущее, но не забывают о славном прошлом. И как бы стремительно не изменялся мир, эти люди верны заветам своих предков. Человеку городскому Аптряково покажется совсем уж экзотикой. По асфальту сюда не доехать, да и по самой деревне удобнее передвигаться на тракторе. Зато мало где будут встречать гостей с такой искренностью и радушием. Основателями деревни стали пастухи, пригонявшие в эти края лошадей. В начале прошлого века из Башкирии переехало 17 дворов татарских семей. Каждая из них заплатила за право поселиться в Аптряково 150 рублей. Огромные по тем временам деньги. Корова стоила 50. Собранных средств хватило на строительство мечети. Ее возвели за 2 года. Но позже решением райисполкома в этом доме открыли школу. В 30-40-х аптряковцы вообще не говорили по-русски. И сегодня татарский язык – важная часть их повседневной жизни. Очень довольны нами наши бабушки, они нас понимают, очень довольны.
И, конечно, мы даже, бывает, хоть и мы маленькие, выезжаем в соседние села. Юные обтряковцы мастера на все руки. Рисуют, делают забавные поделки, вяжут, вышивают. Бабушки и дедушки передают им эти навыки по наследству. Например, упряжь для лошадей здесь плетут точно так же, как много веков назад. К своему прошлому жители деревни вообще относятся с каким-то священным трепетом, и не случайно. Любовь и уважение к родной культуре здесь начинают воспитывать с самого раннего детства. Огромную роль в этом играет местный музей. Историю здесь можно буквально подержать в руках. Экспонаты собирают по всем окрестным селам. Например, совсем недавняя находка – ткацкий станок. Его собираются отремонтировать и научить ребятишек ткать. Для нас это все ценное. Мы дрожим за каждую вещь, то, чтобы у нас не пропало, чтобы у нас не сломалось, чтобы лишний раз не стирать, чтобы это все не рвалось. Вот знаете, вот все у нас здесь ценно. Я не могу сказать, что у меня ничего здесь ценного такого не было. Это память. Еще один уникальный экспонат – детская коляска. Точный возраст ее установить невозможно, зато известно имя владельца. Всех, кто дарит музею свои вещи, заносят в специальную книгу. Многих из этих людей уже нет в живых, а память осталась. Недаром в музее так старательно создавали уют деревенского дома. Бывший читальный зал библиотеки стал любимым местом для посиделок местных бабушек. Здесь они пьют чай и вспоминают о прошлом. И каждый раз накрывают настоящий щедрый татарский стол. Пиште пишкен ипи, кайнар, тәмле, токмачлы аш, майлы кыймаклар, кыстыбыйлар. Говорят, больно смотреть, как умирает родная деревня, но к течению времени они относятся философски. Будет и на наших улицах праздник. Пока живет вера в лучшее, с деревней ничего плохого не случится. Жалко, что школу хоть бы не закрыли бы. Сейчас очень мало, 21 человек, детей остались всего. На будущий год обещают, что пока не закрывать. Стройка должна начинаться у нас. И вот если откроется, тогда очень много металла нашли. Мы надеемся на будущее. А силы и надежду им дает их прошлое. Ведь дереву с крепкими корнями ураганы и бури не страшны. И человек, у которого есть на что опереться, спокойно и уверенно идет вперед. Рассказ о деревне Обтряково мы продолжим в нашей следующей программе. А сейчас мы приглашаем вас в концертный зал имени Прокофьева. Вечер, посвященный татарской музыке, надолго останется в памяти зрителей. Надеемся, и вы присоединитесь к их числу. Дамира Сафина без преувеличения можно назвать любимцем челябинской публики. Его залихватские песни по душе не только татарам, но и башкирам, русским, украинцам. Вот и заслуженный артист России и Татарстана Махмуд Шарафуддинов не удержался. Ноги сами так и просятся в пляс. Именно Дамиру Сафину принадлежит идея проводить концерты под общим названием «Татарский калейдоскоп». Это уникальная возможность для южноуральцев увидеть на сцене областной филармонии своих любимых исполнителей. В сегодняшнем концерте принимает участие ансамбль «Гузель» и певец из Казани Эльвир Халиков. Для самих девочек это большой праздник. Дело в том, что, наверное, было бы несправедливо не представить их в Челябинске. Дело в том, что этот коллектив совсем недавно съездил в Казань на конкурс, где получил призовое место. Коллектив очень долго готовился, они готовили не одно произведение для поездки в Казань, и, конечно, хотелось бы их услышать и здесь, в Челябинске, тоже. «Гузель», татарский народный коллектив Академии культуры и искусств, хорошо знаком челябинской публике. И это последняя возможность услышать его в таком составе. Добрая половина артисток в этом году окончит вуз. Назифа Хабибулина признается, расставаться с ними будет непросто. Девочки очень славные, они очень воспитанные, они очень
интеллигентные, они музыканты в полном смысле этого слова. Мне очень хорошо с ними было в творческом плане, в человеческом плане, когда уже их 4-5 лет, когда уже, знаете, вот их выписываешь, и когда уходит, очень жалко. Классика, романсы, народные песни. В этот вечер они смогли угодить каждому зрителю. Настоящим открытием концерта стал студент Казанской консерватории Эльвир Халиков. Его потрясающий голос и обаяние никого не оставили равнодушным. Менә шушы матур күркәм, Татарстанның булган күркәм йолалары дип әйтим инде. Чиләбе якларына менә килергә булдым концертка, катнашырга, чакырга өчен зур ихтирам белән килдем, чөнки татарча җырлау минем өчен ул сабый чактан ук килгән. Шуңа күрә инде шушы матур бәйрәмне, әйтим инде, күркәмләтеп, ныграк та ямьләндереп җибәрәсем килә шу үзем җырларым белән. Эльвир – супруг одной из солисток ансамбля «Гузель» Афиды Ханановой. История их любви началась с музыки, и она так же прекрасна, как песня, которую они вместе исполнили в этот вечер. Искренность помогла артистам найти отклик в сердце каждого зрителя, поэтому о концерте исключительно положительные отзывы. На улице не очень хорошая погода, но войдя в этот зал, у всех засияли лица, засияли глаза, поднялось настроение, и это продолжается уже вот все это время, пока мы здесь. Сегодня мы бы хотели сказать от всей души большое спасибо вам, Насихат Зинатовна, потому что Конгресс татар и вас связывает уже долгая, крепкая дружба. И отдельные слова благодарности мы бы хотели сказать вам за то, что вы воспитали такой замечательный ансамбль «Гузель». Песня не только строить и жить помогает, но и признаваться в любви, заниматься творчеством, смотреть с радостью на окружающий мир. Поэтому нынешний концерт не последний. До новых встреч на татарском калейдоскопе. Город Златоуст принял крупный турнир по борьбе на поясах. Почему у этого вида спорта с каждым годом становится все больше поклонников? И кто из южноуральских спортсменов готов составить конкуренцию сильнейшим российским борцам? Подробности в репортаже наших коллег из Златоуста. Турниры по борьбе на поясах накануне Дня Победы в Златоусте уже стали доброй традицией. В них принимают участие спортсмены самых разных возрастов, от мала до велика. Древней азартной борьбой с каждым годом увлекается все больше южноуральцев. Сегодня мы имели возможность наблюдать хорошую борьбу. Много участников, много спортсменов. У них есть возможность набраться опыта. Младшие у старших, более сильные у более слабых обучают. Турнир был очень интересный. Возрождением традиционного вида спорта активно занимаются Конгресс татар Челябинской области и Южноуральская федерация борьбы на поясах. Спонсорскую помощь оказывает сеть аптек «Классика». К делу относятся серьезно. За последние несколько лет открыто более 20 секций. Во многих селах и деревнях это единственная возможность для школьников заниматься спортом. Проходят и крупные турниры для профессиональных борцов. На территории Южного Урала проводятся уже и турниры, и чемпионаты международного уровня, где наши южноуральские спортсмены побеждают и занимают призовые места. И к нам приезжают достаточно уже профессиональные спортсмены с разных областей и даже государств. Это говорит о том, что этот спорт пользуется популярностью. Сейчас уже трудно сказать, сколько детишек, мальчишек, девчонок мы приобщили к этому спорту. Я думаю, что это уже несколько сотен, а может быть даже тысячи. Но самое главное, что за последние 2 года на территории нашей области, в городах и поселках открыто уже и оборудовано 20 залов для занятий борьбы куреш, ну и для других видов борьбы.
Это очень здорово, потому что развивать массовый спорт нужно и важно. Потому что мы не только приобщаем детей к спорту и отрываем их от улицы, от дворов, мы делаем их еще и здоровее, потому что спорт – это здоровье. Стоит отметить, что тренерскую работу ведут, как правило, энтузиасты, люди, преданные спорту и детям. Возможно, поэтому им удается добиться таких серьезных успехов. Наши юноши и девушки становились призерами всероссийских и международных турниров. Сейчас, говорят, борьба «Куреш» переживает эпоху второго рождения. И с каждым годом ряды спортсменов будут расти. А пока краткий рассказ о тех событиях, которые ждут нас в ближайшее время. Завершается прием работ на конкурс «Дети рисуют сказки народов России». Торопитесь, остались считанные дни на то, чтобы стать участником грандиозного проекта. Напомним, что награждение победителей состоится в День защиты детей, а призы и подарки получат все маленькие художники. Подробности и условия участия можно узнать на сайте kongresstatar74.ru. Еще один проект Конгресса татар «Конкурс «Родословное древо» только набирает обороты. Если вы изучаете историю своей семьи, хотите узнать как можно больше о своих предках, составляйте родословное древо, ищите фотографии в старых семейных альбомах, придумывайте оригинальное оформление и отправляйте свои работы на наш адрес. Итоги конкурса будут подведены во время областного сабантуя, который в этом году примет Аргаяшский район. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго и до встречи на канале ОТВ. Сау болыңыз!